Здравствуйте! На телеканале «Салям» Ишимбайские новости. С последними событиями вас познакомлю я, Елена Рей. В преддверии Дня Республики представители администрации муниципального района посетили 5 ветеранов Великой Отечественной войны. Вместе с волонтерами СКДМ вручили им серебряные медали главы Республики Башкортостан, посвященные 75-летию Великой Победы. Уважаемый Иван Михайлович, мы желаем вам здоровья. Спасибо вам за то, что вы есть. Каменистов Иван Михайлович ушел добровольно на фронт в 17 лет. Заслужил 2 ордена Красной Звезды, дважды был ранен, контужен. Победу встретил в Берлине. Сейчас ему 95 лет. Герой не может сдержать слез и очень трепетно относится ко вниманию нового поколения. Гаштов Василий Михайлович, 1925 года рождения, воевал с 1943 по 1945 годы. Он искренне желает всем мирного неба над головой и рассказывает, как сразу после войны попал в Ишимбай, где всю оставшуюся жизнь проработал разметчиком на машзаводе. Уже Бременская война кончилась. Я семью здесь эвакуировали с Крыма сюда, в Башкирию. Женились где? Женились? Да, репрессированы, да, семью. А потом я с Ярославля приехал уже сюда к семье. 2 сестры малолетней узницы концлагерей Мария Федоровна Шилина и Елена Федоровна Почуева попали в плен в 1943 году, откуда вернулись только после окончания войны. В Ишимбай их привез старший брат, который тоже прошел тяжелый путь узника концлагеря в Осло. Я работала в последнее время в Гострахе, агентом Госстраха. 17 лет я там проработала. А сестра? А сестра изолировщицей. Где проработала ты, Лен? Ну, рабочие специалисты. Да, рабочие специалисты. Да, изолировщицы. В этот день ветеранам адресовали самые теплые слова и пожелания долгих лет жизни и крепкого здоровья. Вы бы видели только глаза тех людей, которые получали эти награды. На глазах наворачивались слезы. Воспоминания для них были очень болезненными, трогательными. Тем не менее, они еще могут дать фору любому молодому человеку. Нам надо учиться их жизнелюбию, радоваться каждому мгновению жизни. В Башкортостане 10 педагогов получили звание заслуженного учителя республики. Среди них и учитель из Ишимбая Гарифуллин Юнир Юсупович. Выдающийся педагог трудится в башкирском кадетском корпусе имени Героя России Александра Достовалова. Преподает географию. У школьной доски Юнир Гарифуллин уже 40 лет и для своих учеников является примером для подражания. О талантливом педагоге наш следующий сюжет. Юнир Юсупович вкладывает всю свою душу, знания и умения в воспитание молодого поколения. Его уроки географии всегда проходят динамично и познавательно. Ученики с большим интересом изучают новые темы. Юнир Юсупович является членом Русского географического общества Республики Башкортостан и председателем Русского географического общества в Ишимбайском районе. Он же руководитель поисковых отрядов, организованных в БКК. Неоднократно выезжал с детьми по местам боевой славы. Из экспедиций вместе с ребятами не раз привозили множество артефактов для музея родного кадетского корпуса и краеведческого музея Ишимбая. По словам педагога, это неотъемлемая часть военно-патриотического воспитания молодежи. Он очень эрудированный, он побывал сам во многих местах, да, по своему предмету. Юнир Юсупович кроме того, как учитель географии, он еще большой общественник. Он у нас является известным краеведом. У него им созданы несколько сборников по краеведению по Ишимбайскому краю, по Ишимбайскому району. Решение, что Юнир Гарифуллин достоин звания заслуженного учителя республики, поддержали всем коллективом кадетского корпуса единогласно. Для учителя же награда стала большой и приятной неожиданностью. Как преподавателя географии Юнира Юсуповича очень интересует краеведческий материал, и он плодотворно работает и в этой сфере. В этой области я работаю. Я участвовал в создании энциклопедии Ишимбайского района.
В 2002 году мы выпускали первую брошюру про хозяйство природы Ишимбайского района, потом рабочая тетрадь в этой области планомерно. Сейчас, если работаем на перспективу, мы работаем над атласом Ишимбайского района. В апреле будущего года «Атлас» планируют сдать в издательство. В работе над ним учителю помогает инициативная группа, а также коллеги. А пока Юнир Юсупович параллельно ведет подготовку учеников к различным олимпиадам и исследовательским работам и верит в своих воспитанников. Ольга Маркелова, Елена Рей, Ильназ Бекузин для информационной программы. 22 сентября в темное время суток водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем марки Kia Rio, допустил наезд на пешехода. ДТП произошло на 13-м километре автомобильной дороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. Житель Ишимбайского района 1994 года рождения шел по дороге в попутном направлении без светоотражающих элементов. Пешеход скончался на месте. С начала текущего года на территории Ишимбайского района произошло 6 ДТП с летальным исходом. Для пешеходов главное правило, что переход проезжей части может осуществляться исключительно в специализированных месте, то есть на пешеходном переходе. При переходе дороги или движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со светоотражающими элементами и обеспечить видимость этих предметов водителями транспортных средств. В целях предупреждения и предотвращения грубых нарушений на дорогах Госавтоинспекция Ишимбайского района регулярно проводит профилактические мероприятия и рейды. В них максимальное участие принимает личный состав ГИБДД Ишимбая. Водители призывают к соблюдению скоростного режима и правил перевозки пассажиров, в том числе детей. Категорически запрещено управлять транспортом в состоянии алкогольного опьянения. С начала года выявлено более 7 тысяч административных правонарушений на дорогах и задержано более 200 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В Ишимбае на площади первооткрывателей башкирской нефти состоялась очередная сельскохозяйственная ярмарка. В ней приняли участие более 80 продавцов. Урожай богатый – свежий перец, кабачки, свекла, чеснок, дыня и многое другое. Каждый мог здесь найти товар себе по душе. Надежда Кулешова из поселка Смакаева выращивает хризантемы как для себя, для души, так и на продажу. Вырученные деньги, не задумываясь, тратит на новые сорта, еще более красивые, чем предыдущие. Хризантема – это цветок осени, поэтому он считается как королева осенняя. Они очень разнообразные, есть мультифлора, есть корейка. И также по цветовой гамме очень много цветов всевозможных. Я занимаюсь в основном корейкой. Каждый участник ярмарки представил на суд покупателей свои лучшие товары. Осень пришла, значит, ярмарка. Погода прекрасная. Мы привезли овощи, фрукты, изделия народного художественного промысла, башкирские национальные украшения, кумыс козий, баурсак, блины. Вот мы привезли нашу продукцию. Это выставка из изделий нашей рукоделия, которые даже покупают. Интересно. Ну и всю продукция молочная, овощи, пироги у нас очень вкусные со своей пекарни. Всего за время ярмарки продано более 5 тонн картофеля, более 300 килограмм меда, 200 килограмм моркови, 250 килограмм свеклы, лука более 1500 килограмм. Праздник прошел ярко и насыщенно и повторится вновь. Такие же сельскохозяйственные ярмарки еще порадуют ишимбайцев своим ассортиментом и праздничными программами. Елена Рей, Ильназ Бекузин для информационной программы. Семья из Уфы открыла сбор средств на лечение ребенка Амиры Мустафиной. Двухлетняя девочка смертельно больна. Диагноз – спинально-мышечная атрофия. Стоимость лекарственного препарата – 169 миллионов рублей. О том, как семья борется с несчастьем и о них, жизнерадостном ребенке, смотрите в нашем следующем сюжете. Она всех жалеет, она даже оторванный цветочек жалеет. Если увидит у кого-нибудь царапинку или что-то больное место, она сразу тоже жалеет, может подуть, поцеловать.
Энергичный и жизнерадостный ребенок Амира Мустафина на первый взгляд ничем не отличается от других детей. Она не может усидеть на месте, и ей интересен весь окружающий мир. Родители мечтали направить ее энергию в нужное русло, отдать на занятия гимнастикой. Но в июле нынешнего года Амире поставили смертельный диагноз – спинномышечная атрофия. До года у ребенка не было никаких отклонений. Родители даже не подозревали о страшном заболевании. Самое страшное – это то, что идет регресс, что мы видим, как наш ребенок на наших же глазах угасает. Она сама, у детей с СМА разум никак не страдает. То есть ребенок понимает то, что он постепенно теряет какие-то навыки, то, что он сам умирает у себя же на глазах. Болезнь начинается с ног, слабеют мышцы и постепенно поднимается выше, к сердцу и дыхательным путям. Также у ребенка постепенно теряются ранее приобретенные навыки, умение твердо стоять на ногах, подниматься с помощью опоры. Однако болезнь остановить можно, пройти курсы реабилитации и сделать укол Золгенсма. Мы узнали то, что есть препарат Золгенсма. Он может остановить данное заболевание, но стоит он просто огромных денег. Это самый дорогой в мире препарат. Клиника выставила нам счет 169 миллионов рублей. Сумма неподъемная для любой семьи. Родители Амиры открыли сбор средств на лечение. На сегодняшний день удалось собрать 5 миллионов рублей. Препарат можно делать только до определенного веса ребенка – 21 килограмм. Сейчас Амира весит 11. На счету каждая минута. На данный момент семье помогают волонтеры. Также родители девочки регулярно проводят благотворительные мероприятия и не перестают надеяться на чудо. Компания Novartis каждый год разыгрывает 100 бесплатных инъекций этого препарата Золгенсма. Но принимать в этой лотерее принимать участие могут дети только до 2 лет. Амире уже исполнилось 2 года, поэтому семья не входит даже в список претендентов на получение бесплатного препарата. Сейчас семья прикреплена к благотворительному фонду «Мать и дитя». Чтобы помочь ребенку, можно отправить СМС на номер 3434 с текстом «Амира пробел» и указать любую сумму для помощи. Также можно отправить деньги на личные реквизиты родителей. Они указаны в Инстаграме по адресу _Амира. Елена Рей, Арсен Рахмангулов для информационной программы. Ветеран легкой атлетики Равиль Мигранов из Ишимбая стал победителем московского марафона в своей возрастной группе 75-79 лет. Несмотря на пандемию коронавируса, московский марафон все-таки состоялся. На старт вышли более 22 тысяч человек. Равиль Зарипович родом из маленькой деревни Малоильчикаево Кузяновского района. Спортсмен с улыбкой вспоминает, что каждый день ему приходилось преодолевать путь в 5 километров пешком до школы и столько же обратно. Именно это стало толчком к занятию спортом. Любимому делу Равиль Мигранов посвятил всю свою жизнь. Спортсмен, участвуя в соревнованиях, объехал не только всю Россию, но и зарубежные страны. Участвовал в марафонах в Италии и Испании. Для нашего земляка успех в московском марафоне уже 3-й по счету в своей возрастной группе. Также в его спортивной копилке победы в Санкт-Петербургском марафоне «Белые ночи» и в Сибирском международном марафоне, который прошел в Омске. Внуки спортсмена пошли по его стопам и уже являются кандидатами в мастера спорта. Им и всем начинающим спортсменам Равиль Зарипович дает советы, как не сдаваться и идти вперед к своей цели. Проиграл? Ну, не каждый же первый должен. Постепенно, например, я считаю, выгнул 10-е место, а через полгода 7-е, 8-е место. Вот так по ступенькам надо идти. Сразу на первое место никто не будет. На сегодня это все. Всего вам доброго. До свидания.
13 октября во Дворце культуры города Кумертау и 14 октября во Дворце молодежи в Ишимбае состоится распродажа казанских шуб от ведущей меховой фабрики Казани. Только один день. Эксклюзивные модели этого года, огромный выбор норки и мутона. Действует акция «Обменяй старое на новое». Приносите любую осенне-зимнюю верхнюю одежду и получите скидку 10 тысяч рублей на новую шубу. Пенсионерам и подписчикам в Инстаграм на шубы Монте подарки. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО – это ответственность и обязанность каждого владельца автотранспорта. Центр страхования в городах Ишимбай и Уфа занимается предоставлением услуг по страхованию автомобилей, имущества, квартир, домов, жизни и здоровья. Оперативно застрахуют выезжающих за рубеж. Сотрудники Центра страхования проконсультируют по системе ипотечного страхования, подготовят документы на сертификацию ГБО и ТСО, изготовят госномера. Удобно, когда все страховые компании в одном месте. Город Ишимбай, Стахановская, 51, офис 201. Номер телефона 8 917 76 97 200. Город Уфа, Менделеева, 10. 8 937 84 83 111. Проконсультироваться и оформить полис вы можете с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, в субботу с 9 до 14. Доставка полисов по городам Уфа и Ишимбай бесплатна. Учебный центр «Промстройгаз» имеет более 70 представительств на территории России. В феврале компания открыла свои двери и для ишимбайцев. Основные направления работы – обучение по программам дополнительной профессиональной подготовки, повышение квалификации профессионального обучения. Материально-техническая база центра позволяет эффективно обучать как руководителей компаний, так и специалистов. В перечень 500 направлений входят рабочие специальности, пожарно-технический минимум, первая медицинская помощь, промышленная и электробезопасность. Также получить специальность могут будущие электрогазосварщики и инженеры по охране труда. Обучение проходит на очной и дистанционной формах с использованием мультимедийных систем. Доступна переподготовка на базе среднего и высшего образования. Выпускникам выдается диплом, удостоверение или свидетельство. Адрес: Стахановская, 51. Номер телефона 8 987 4 800 600.